С этого года в Коми стартовала программа «Земский учитель». Она похожа на аналогичную «Земский доктор». Молодой квалифицированный специалист должен отработать 5 лет в сельской местности, получив взамен 1 000 000 рублей подъемных. Таких желающих в этом году оказалось более 70 человек. Но в результате конкурсного отбора в программу вошли только 16. Все они приступили к работе с 1 сентября. Среди них и учитель русского языка и литературы Надежда Петропавлова. Она приехала работать в поселок Сидью Ухтинского района из Ростовской области. Виктория Науменко о первых месяцах ее работы. Не только Надежду Петропавлову выбирали для участия в программе «Земский учитель» из множества желающих. Она тоже выбирала Республику Коми из нескольких вариантов. В итоге работа здесь, в поселке Сидью Ухтинского района, оказалась самым подходящим. Условия молодого специалиста устроили. Населенный пункт недалеко от города, полчаса езды на автобусе, жилье предоставляют по соцнайму. А еще уроженке южного региона Ростовской области очень хотелось на север, где много снега и настоящая зима, рассказывает девушка. И реальность даже превысила ожидания. Когда едешь в незнакомый город, едешь абсолютно один, очень далеко от дома, то волнение есть. Но при этом я могу сказать, что меня очень хорошо встретили в коллективе. Коллектив дружный, отзывчивый, и я могу к любому подойти с какой-то просьбой, с какой-то помощью, и мне, в принципе, никогда никто не отказывает. Я могу сказать, что на севере, северные районы, люди более приветливые, более доброжелательные по сравнению с южными районами. То есть южный менталитет, он достаточно такой горячий, взрывной. Северные люди все-таки поспокойнее. В школе поселка Сидью она не только ведет русский язык и литературу, но и взяла на себя руководство 5 классом. С 1 сентября школьная жизнь этих мальчишек и девчонок, даже несмотря на эпидемиологические условия, стала более насыщенной. Это отмечают сами подопечные молодого классного руководителя. Иногда ходим в музей, иногда смотрим разные проекты. Но у нас стала лучше успеваемость. Общий язык с детьми Надежда нашла быстро. Девушка признается, что преподавать хотела со школьной скамьи и в выборе профессии не сомневалась. И все благодаря своим учителям. Профессия учитель достаточно интересная, трудная, но и при этом... Почему именно учитель? Наверное, все это идет со школы. Я сама училась в сельской школе, и можно сказать, благодарна тем учителям, которые мне встречались на моем пути. Именно благодаря тем учителям я решила стать именно педагогом. То есть был хороший пример, который показывали свои достоинства, свои качества, на которые можно было равняться. Примечательно, что Надежда – педагог с опытом. В школе она преподает с 2014 года. А в 2020-м получила высшее образование в Таганрогском университете. Тогда решила участвовать в программе «Земский учитель». Как отмечает директор школы, чувствуется, что педагог из Ростовской области не новичок и в профессии учителя на своем месте. Очень хорошо вработалась, и на сегодняшний день мы говорим о том, что человек с очень большим потенциалом и может стать высококвалифицированным специалистом уже через некоторое время, потому что видим, что она с желанием относится к работе, с детьми у нее контакт установлен, и поэтому у нас нет на сегодняшний день проблем с приходом нового человека в коллектив, и таким образом вливание ее прошло достаточно комфортно. В Ухтинском районе уже несколько лет остро стоит проблема дефицита педагогических кадров, и программа «Земский учитель» стала настоящим подспорьем. Так, по словам директора школы поселка Сидью, учителя химии и биологии она безуспешно ищет уже долгое время. Из педагогических вузов специалисты выходят, но на вакансии не откликаются. Но с программой «Земский учитель» теперь надеются решить эту проблему. Заявка на следующий год от школы уже подана. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.